Депутат Алимджанов Фархатбек Айбекович. Рахмат, Даниил Ермекович. Какая предусмотрена ответственность уполномоченных госорганов за утечку конфиденциальной информации? Получается, должностные лица могут быть уволены с работы, а также привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности по факту деяния уже, да, от размера деяния. Да, вот здесь как бы опасность есть. Спасибо. При назначении сотрудников комиссии от Кыргызской республики проводится квалификационный отбор? Если вы говорите о должностных лицах, то у нас такое постановление было принято, но потом в связи с со стороны прокуратуры было внесено представление, и это постановление утратило силу. На данный момент отбор идет только в Евразийской экономической комиссии, а обычные сотрудники, не должностные лица, отбор ведется только Евразийской экономической комиссией. Оно открытый конкурс. Сейчас видите, какие проблемы у нас. Вот наши граждане, да, в черный список попадает. Казахстан, как бы, если вот этот механизм отбора кандидатов в комиссию хорошо было бы, как бы, да, они бы вот этот вопрос решали бы, да? Ну, у нас по сфере миграции от Кыргызской республики должностное лицо — это директор департамента Алтынай Сейтбековна, экс-вице-премьер, экс-вице-спикер, вы знаете, да, она работает. Но мне вряд ли кажется, что национальное законодательство одной страны, которая не подпадает под договорную базу, мы можем поменять. Это только в рамках переговоров идет. То, что касается препятствий в отношении трудовой миграции, мы этот вопрос поднимаем. Ахмад. Это мы поддерживаем, что СЭС она нужна, как бы, тем более на 6 месяцев, но здесь такой как бы риск, да, хотел бы уточнить. В случае, если налогоплательщик, являющийся резидентом СЭС, прекратит свою деятельность до истечения срока 180 дней. Есть какие-то механизмы контроля по уплате НДС? Ну, здесь налоговое администрирование ведет сугубо как бы национальное право. Я думаю, в Российской Федерации на этот счет учтены все моменты. Я думаю, как и у нас в налоговом кодексе, налоговая очистка должна быть произведена полностью до момента ликвидации предприятия. Понятно. Просто я почему говорю, чтобы каждые полгода компания как бы переостанавливал, чтобы неуплаты, как бы НДС не платить. И получается, и что новое, как бы какой-то механизм. Ну, там ИНН есть, наверное, по ИНН налоговые органы администрируют. Проблем я не вижу. Можно я дополню, да? Да, там, дополните, пожалуйста. Там как раз таки вот в этом протоколе, если посмотрите, вносится дополнение в статью, то есть дополняется пунктом 20 прим. 1. И здесь как раз таки предусматривается норма, по которой этот налогоплательщик, он будет сдавать налоговую декларацию именно до 20 числа следующего месяца после ввоза товаров, да? То есть он вез, соответственно, он должен отчитаться, и вот этот отчет у него садится как начисление. И вот по истечению 180 дней уже это будет уже на контроле у налоговых органов, соответственно. Ну, вы поняли, да, как бы недобросовестных, как бы этих, да, лиц, которые 5 месяцев они Нет, они не смогут закрыться, потому что не у них могут, будет начислено, да, то есть задолженность будет. Есть, да, вот это, без задолженности не закрывается юрлицо. Вот у меня еще такое, в рамках ЕС можно ли установить единую ставку налога на добавленную стоимость? Нет, невозможно. Налоговая политика сугубо личная для каждого государства-члена ЕС. Понятно. Ну, это, конечно, это нам выгодно, потому что у других там 20%, 18%, как бы, поэтому 12% это, да. Ну, вот это как раз наш единственный, как бы, инструмент для конкурирования. Но этот вопрос поднимался же, да, поэтому я... Нет, никогда не поднимался, но разговоры шли, что в случае, если вы, ну, там был такой момент по газу. Сейчас пока комментировать, я думаю, пока рано. Все, Рахмат.